Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие братья и сестры по вере, братья и сестры по крови, братья и сестры по человечеству. Напоминаю себе и вам, что сегодня второй день месяца Сафар 1445 года по лунному летоисчислению. Начался новый месяц, закончился месяц Мухаррам. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, видел новый месяц, он обращался к Аллаху с мольбой и говорил: «Аллахумма ахиллаху лана бил амни валь иман вассильми вассалям. Рабби ва раббука Аллах хиляля руштин ва хайр, хиляля руштин ва хайр». Аминь. О Аллах, сделай так, чтобы этот новый месяц был месяцем безопасности и веры, мира и покорности. О новый месяц, Твой Господь и мой Господь Аллах. Хиляля руштин ва хайр, хиляля руштин ва хайр. Желаю, чтобы этот новый месяц стал месяцем верного руководства и блага. Также напоминаю, что сегодня 18-й день месяца август 2023 года по солнечному исчислению. 2023 год с момента рождения Исы алейхиссалям. Пусть будет мир всем пророкам, всем посланникам Аллаха. Благодарность Всевышнему в первую очередь, мир и благословение посланникам Аллаха, их правдивейшим сподвижникам, мученикам, праведникам, нашим родителям, дедушкам, бабушкам, учителям, воспитателям, меценатам, ученикам и всем верующим. Прошлую пятницу мы напоминали себе и вам хадис, в котором дядя пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Аббас, пришел и спросил: «Я Расуль Аллах, аллимни калиматан, ас'алуллаха биха». «О посланник Аллаха, научи меня какому-нибудь простому слову, хорошему обращению, с которым я направлялся бы к Аллаху». На что он сказал: «Ис'аляллах аль-афия, ис'алуллах аль-афия». Просите у Аллаха афия. Через некоторое время Аббас снова пришел с тем же вопросом. Как бы, раз человек 2-3 раза одно и то же спрашивает, значит, он как бы недоволен, посчитал, наверное, что этого очень мало. Хотел что-то другое, еще побольше. На что Расулуллах, алейхиссалям, немножко такой эмоциональной форме ему сказал: «Я Аббас, я амма Расулиллах, ис'алуллаха аль-афията фид дунья валь ахира». О Аббас, о дядя пророка, саллаллаху алейхи вассалям, просите у Аллаха афия в этом ближайшем, нижайшем мире и в последнем, вечном мире. Афия — это переводится как благополучие, защита от всяких неприятностей, жизненные силы и здоровье. К сожалению, происходят разные неприятности. Буквально совсем недавно, 14 августа, в Махачкале произошел взрыв на заправке
который унес в жизни 35 человек. И 68 еще пострадали, ожоги, переломы. И мы искренне от души выражаем соболезнования родственникам, кто потерял своих близких, и желаем скорейшего выздоровления тем, кто оказался в трудной ситуации. Этот хадис как никогда актуальный, поэтому давайте мы тоже обратимся к Аллаху в начале нового месяца, чтобы Он дал всем нам благополучие, защита от неприятностей, здоровье и жизненных сил. Нас'алуллах аль-афва валь-афия, нас'алуллах аль-афва валь-афия, нас'алуллах аль-афва валь-афия фид дунья валь-ахира. Аминь. И, конечно же, когда мы делаем дуа, когда мы обращаемся к Аллаху Джалля Джалялю со словами, это дуа, эти наши слова должны подкрепляться поступками, делами. Ибо сказал Аллах Субхану ва Тааля в суре Фатир: «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, илейхи яс'адуль калимут таййибу валь амалус салиху ярфа'ух». Еще в начале, прежнее я тоже прочитаю. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. من كان يريد العزة, тот, кто хочет عزة. عزت это обозначает величие, могущество. У Аллаха есть такое имя Аль-Азиз, могучий, великий. И каждый, наверное, хочет величия. Никто не хочет быть униженным, слабым, беспомощным, нуждающимся, больным, бедным. С протянутой рукой ходить никто не хочет. Ну, раз так, то знаете, «Фалилляхи аль-иззату джамиа», то все величие принадлежит Аллаху. Все величие принадлежит Аллаху. Ни министру, ни кому-то. Аллаху принадлежит. Аллах кого хочет возвеличивает, кого хочет унижает. Кого хочет возвышает, кого хочет опускает. Все блага в Его руках. Ну а раз так, то знаете, что это величие надо вымаливать у Аллаха Субхану ва Тааля. Каким же образом? «Илейхи яс'адуль калимут таййиб». К Аллаху поднимается хорошее слово. Наши добрые слова, наши пожелания, наши дуа поднимаются к Аллаху. «Валь амалу салиху», а хорошие дела, благие поступки, ярфа'уху, их поднимают. Недостаточно только делать дуа и все на этом. Лицо протер, амин Аллах Акбар, и пошел спать. Аллах, дай мне денег, дай мне денег, дай мне денег, дай мне богатство, и лежишь на диване. Не даст. Надо еще работать. Дело делать, чтобы это твое дуа дошло. Некоторые, наоборот, трудятся с утра до вечера в поте лица. 18 часов некоторые, 12 часов работают. Спрашиваем, намаз делаешь? Нет, говорю. К Аллаху обращаешься? По праздникам или когда проблема возникла, обращаешься. Таким тоже Аллах не даст. Даст вот сколько, чуть-чуть. Много не будет давать. Поэтому надо делать дуа и совершать действия.
совершать действие и делать дуа. Тогда оно будет иметь эффект. В обратном случае половинчатое. Аллах Тааля в этом мире все создал дуально, попарно, из того, что взращивает земля, из нас самих и того, что мы не знаем, и в том числе наше обращение к Аллаху должны быть такими дуальными. С одной стороны языком, дуа, с другой стороны поступками, действиями нашими. И вновь возвращаясь к событию, которое произошло в Дагестане 14 августа, в Таджикистане 6 августа, похожие события. В Таджикистане фура, тормоза, говорят, отказали, и она пробила кучу людей, и пробила даже жилые дома. 10 человек, говорят, умерли. В Дагестане автосервисе не углядели за автомобилем, и там короткое замыкание произошло, автосервис загорелся, потом взорвался, и заправка тоже взорвалась. Почему? Аллаху алям, Аллах лучше знает, но мы судим только потому, какие нам новости приходят, что нам сообщают, не углядели за техникой безопасности. И пострадало огромное количество людей. Во-первых. Во-вторых, Аллаху алям, также пишут, говорят в новостях о том, что когда начался этот пожар, люди стали вокруг собираться и с открытыми ртами смотреть, как горит автозаправка, как горит автосервис. Ну, если ты не можешь помочь, не надо возле огня стоять. Подальше стой от таких опасных мест. Не подвергай опасности себя и своих детей. Там детей тоже очень много погибло. И в этом плане у нас есть завещание пророка, алейхиссаляту вассалям. Он сказал: «Атфи'у нур». Если ложитесь спать, выключайте свет. Ну, раньше свет не такой был, как сейчас на кнопочке. Были лампы, были свечи, лампы, не знаю что. Огонь, реально огонь использовали. И сказал Расулуллах алейхиссалям: «Хадихи нар адувукум». Этот огонь ваш враг. Смотрите за ним. Когда не надо, выключайте, гасите свет. Поэтому огонь, он не только такой физический огонь, который мы видим, когда разжигаем костер или когда топим баню. Огонь бывает, электрический огонь тоже. Замыкание короткое бывает. Поэтому у кого есть автомобиль, пожалуйста, следите за своими машинами, чтобы там не было оголенных проводов. У кого свечи старые, замените, новые купите. Ну, потеряйте 500 рублей, ладно, но зато обеспечите безопасность себе и окружающим. И у нас в России также, вы понимаете, то, что сезоны меняются. Вот сейчас лето уже кончается, осень будет, потом зима наступит, иншаллах, будет гололед, будет снег. Надо вовремя тоже ставить зимние шины с шипами, чтобы тормозной путь был минимальным и меньше было аварий. У кого тормозные колодки протерлись, не ждите, пока они дойдут до смерти. Чуть-чуть пораньше поменяйте. Потеряете 500 рублей, 1000 рублей, но зато сохраните жизнь себе и окружающим. Поэтому вот это вот дуа «Ас'алуллах аль-афа валь-афия», которое пророк, алейхиссалям, в эмоциональной такой форме сказал: «О, Аббас, о, дядя пророка, ну сколько можно спрашивать об одном и том же?
Просите у Аллаха благополучие, спокойствие, безопасность. Просите. И поэтому это касается не только дяди пророка, саллаллаху алейхи Аббаса, но и касается всех нас. Надо делать это дуа и словами, и делами. Просите у Аллаха спокойствие, безопасность, защиту от неприятностей. Если Аллах нас не защитит, никто не защитит. И ямсаска Аллаху бидуррин фаля кашифа лаху илля ху. Если Аллах пожелает, чтобы с тобой произошла беда, никто ее не сможет от тебя убрать. И наоборот, и ямсаска Аллаху бихайрин фаля мумсика лаха. Если Аллах тебе пожелает блага, никто не сможет это благо тебя лишить. Поэтому еще раз молим Аллаха Субхану Тааля, чтобы Он простил, помиловал тех братьев, тех сестер, тех безгрешных детей, которые ушли в этой катастрофе, потеряли свои жизни. Пусть Аллах примет их души, как души шахидов, как души мучеников. Желаем их родственникам терпения и говорим то, чему нас научил Аллах в книге, то, чему научил Мухаммад, саллаллаху алейхи в своих хадисах. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Аллахумма аджурна фи мусибатина ва ахлуфна хайран минха. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Аллахумма аджурни фи мусибати ва ахлуфни хайран минха. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Аллахумма аджурни фи мусибати ва ахлуфни хайран минха. Воистину мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы возвращаемся. Кто-то уходит раньше, кто-то уходит позже. Но в итоге все мы вернемся к Аллаху. О Аллах, дай нам награду за это испытание, через которое мы проходим. И дай нам награду. И замени нас потерянное тем, что лучше. Замени нам потерянное тем, что лучше. И еще добавим из суры Бакара: «Раббана ля туахидна ин насина ва ахтана». Аллах, не наказывай нас за то, что мы забыли или совершили ошибки. «Раббана ва ля тахмил алейна исран кама хамальтаху аля алладина мин каблина». Господи, не возлагай на нас тяжести, которые мы не в состоянии перенести. Аллахумма инна насалюка аль-амна валь-иман. Мы просим у Тебя спокойствие и безопасность, веру и ислам, крепкий веру просим Тебя. Аминь. Альхамдулиллахи раббил алямин. Кадом. Также хотел высказать несколько организационных моментов. Вот, часто люди спрашивают, почему, говорит, у вас в мечети ленты ставят? Что это за такое непонятное явление, в других мечетях нету. Но вы понимаете, что мы сейчас находимся на территории Московской соборной мечети. Джами'а Муску. Джами'а — это значит большая соборная всеохватывающая мечеть. И сюда приходят различные гости из из других стран, из посольств, какие-то уважаемые муфтии и так далее. Есть такое общее правило, высказанное пророком, саллаллаху алейхи вассалям: «Ман кана ю'мину билляхи валь яумил ахир фальюкрим дайфаху». Кто верит в Аллаха и судный день, пусть проявляет уважение к гостям. К сожалению, вот этот хадис у нас остается только
в книге, в памяти, а в практике нету. Если лент нету, здесь никакого места для гостей не останется. Все рвутся вперед. Даже имама места не остается. Иногда приходишь, места нету. Хотя у нас есть чалма, чапан, все нас узнают по одежде, по форме. Места никто не даст. Никто не уступит, не станет, скажет: хазрат, садитесь или еще что-то. Поэтому мы вынуждены ставить эти ленты, чтобы сохранить места для гостей и для уважаемых лиц, исходя из этого хадиса. И просьба не нарушать границы, не переходить эти линии. Они установлены для нашей с вами пользы. Люди приехали издалека, из Аравии, из Палестины, из, не знаю, каких стран, я даже все страны не знаю, кто приезжает. И они делают вывод о нас с вами, делают вывод. Смотрят на наше поведение, думают, что все мусульмане такие. Исходя из нашего поведения, твоего, моего поведения, думают, что все мусульмане России вот такие. Поэтому, пожалуйста, будьте начеку, смотрите вперед-назад, как автомобилист. За рулем смотрит вперед, чтобы на кого-то не наехать. И смотрит назад через боковые стекла, чтобы не быть плохим примером. Ты проскочил на красный свет, а за тобой кто-то проскочит, и его ударит другая машина. И резко тормознул, и тебе взад кто-то ударит. Вот здесь тоже так. Надо думать не только о себе, чтобы тебе было комфортабельно, чтобы ты получил саваб с первого ряда. Надо еще думать о том, какие ты создаешь вокруг себя условия, вокруг себя атмосферу. Какой пример подаешь окружающим людям. Если вы с искренним намерением пришли получить награду от Аллаха и сесть в первый ряд, Аллах по вашим намерениям все равно вам даст это. Границ нарушать не надо. Давайте будем друг друга уважать и почитать. И также хотел бы вам зачитать аят из суры Маида, 5 сура, 6 аят. Аллах сказал, это аят связан с чистотой. Чистота уже много они говорили, но сколько бы ни говори, все равно мало. Аллах сказал, а'уду билляхи минаш шайтани раджим, бисмиллахи рахмани рахим. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Всевышний Аллах сказал истину, довел эту истину до нас, его благородный посланник, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи саллям. Мы это услышали и являемся одними из свидетелей. В судный день, когда воскреснем, Аллах обязательно спросит нас, довел ли вам Мухаммад, саллаллаху алейхи саллям, мои слова. И мы с уверенностью ответим, да, довел. Ведь мы слышим речь Аллаха, Джалля Джалялю, которую нам довел Мухаммад, саллаллаху алейхи саллям. Итак, здесь Аллах обращается к нам с вами и говорит, «Я юхалладина аману», о те, которые уверовали, «Ида кумтум иля солях», если вы решили встать на молитву, на намаз, «Фахсилу», тут же мойтесь. Что надо мыть? «Уджухакум», ваши лица,
вайдиякум, ваши руки, иля марафик, до локтей. Вамсаху бируусикум, протирайте мокрой рукой голову, головы, точнее, в множественном числе говорит. Протирайте мокрыми руками головы. Ва аруджулякум, и мойте ноги. Иля ка'бай, до щиколоток. Вот эти 4 части тела, которые обязательно должны быть помыты при омовении. Лицо, руки до локтей, треть головы протерта мокрой рукой и помыть ноги до щиколоток. Это фард, это обязательное условие омовения. Есть еще сунны: полоскать рот, полоскать горло, чистить зубы, полоскать нос, по 3 раза мыть органы, начинать с правой стороной, заканчивать левой стороной. И перед тем, как начать омовение, сходить в отхожее место и подмыться. Это все сунна. Сделайте хорошо, будет награда, не сделайте, ничего страшного, греха нету. Достаточно помыть вот эти 4 органа, упомянутые в Коране. Некоторые думают, я в том числе был среди них до того, как получил знания, потому что дедушка научил так: сынок, вот берешь кумлан, идешь в туалет, делаешь свое дело, потом подмываешься, потом берешь омовение так-то, так-то, так-то. Я думал, что так положено, постоянно в туалет ходил, надо, не надо. Оказывается, это не обязательно. Если не хочется, не обязательно идти в туалет. И если газ выпустил, подмываться тоже не надо. Некоторые думают, если газ вышел, тоже подмываемся. Нет, подмываемся только от большого и малого, по большому и маленькому, если сходили, только тогда подмываемся. Иногда бывают случаи, человек работает где-то на стройке, особенно в зимнее время, где нет условий, и спрашивают: я, хазрат, вот намаз читаю, альхамдулилля, но на стройке работаю, и вот холодной водой подмывался, получил простатит. Как так? Почему? Ну, это из-за незнания. Если у тебя условия жизни тяжелые, нет возможности использовать воду теплую и так далее, то можешь не подмываться, а подтираться бумагой, пожалуйста. Есть салфетки, есть мокрые, есть сухие салфетки. Вот. Это по-малому. По-большому, конечно, лучше подмываться, но если нету воды или вода есть, но опасна для здоровья, можно и просто подтереться. Вот. Поэтому себя опасностям не подвергайте, пожалуйста. Не болейте, берегите свое здоровье. Нам надо поднимать страну, избавить ее от демографического кризиса. А если мы будем болеть, простатит, цистит, еще что-то, откуда у нас будет демография повышенная? И очень важно свой аурат закрывать. Вот. Ну, мужчины, альхамдулилля, более-менее закрывают, но иногда ходят в порванных штанах тоже. Это джинсы бывают. Тут дырка, там дырка, все видно. Этого не надо делать, это не наша культура. У нас аурат должен быть закрыт. У мужчины аурат известен от пупка до колен. У женщин все тело, кроме лица и кистей рук. Закрывайте, пожалуйста. Вот. Многие приходят, мы, говорим, 5 лет вместе жили, 8 лет вместе жили, детей нету, что делать, как делать. Может быть, где-то что-то неправильно себя вели, может быть, полуголые ходили, простыли. Поэтому обязательно, пожалуйста, скрывайте вашу наготу, пупок свой не показывайте и слабые срамные места не показывайте, чтобы не было потом проблем. И извините, конечно, такие вещи тоже приходится говорить с минбара, не минбар уж, это минасса, с этой кафедры, о том, что у нас вот есть общий туалет, альхамдулилля, мечети. Лучше всего тахарат брать дома. Лучше всего. У кого возможности есть, лучше дома помойтесь, искупайтесь, приходите в мечеть уже готовые, чистые.
Потому что так велел Мухаммад Расулуллах, алейхиссалям. Тот, кто совершит омовение, искупается, помоется, оденет чистую одежду, потом придет в мечеть, будет слушать проповедь, он получит огромную награду, прощение грехов за целую неделю. Поэтому в древних старых мечетях, вот мне посчастливилось быть в мечети, построенной во времена сахабов, это Амр ибн аль-Ас, есть такая древняя мечеть в Каире. Вот в таких древних мечетях вообще туалетов нету. Не было, их современные только построили, потому что люди тогда были очень образованными в плане религии. Тахарат старались дома брать, в мечеть приходить и уже не посещать уборные места. Но сейчас города разрослись, расстояния большие, поэтому уборные созданы, альхамдулилля. Но некоторые по незнанию или по невежеству оставляют после себя ее очень грязно. После того, как сходил, надо смыть после себя, смыть надо. Есть там кнопочка такая, нажимаешь, вода уходит. Если за раз не ушло, 2 раза, 3 раза нажимай, чтобы осталось чистым. Есть такое очень простое правило, высказанное пророком, алейхиссалям: «Ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи». Ни один из вас в должной степени верующим не станет, настоящим мусульманином, настоящим верующим человеком не будет, пока не будет желать своему брату, своей сестре то, что желает сам себе. Вот ты зашел чисто, аккуратно, да, приятно тебе, да, значит, сделай так, чтобы после тебя также осталось, даже еще чище. Бывает наоборот, заходишь, бумага там вот тут лежит по углам, грязь оставили после себя. Тебе это нравится? Нет, не нравится. Тогда ты тоже такое не делай и постарайся то, что другой сделал, исправить. Как бы это ни было неприятно. Чужая грязь, как за нее возьмешься, да? Но есть по этому поводу радостная весть от пророка, алейхиссалату вассалям. Он сказал: «Туба лиль гураба», блаженны странники. И еще туба — это один из райских деревьев. Дерево, в раю растет дерево, туба называется. Дает прекрасную тень, прекрасные плоды. Вот это пророк обещал странникам. Странник — это кто? Это такой необычный, на всех не похожий человек. И спросили: «Ваман хум аль-гураба, я Расул Аллах». А кто такие странники? Он сказал: «Ман аслаха ма афсадаху нас». Это те люди, которые исправляют то, что испортили другие. Кто-то испортил, напачкал, ты возьми, почисти, и станешь тем, кто заслуживает милость от Аллаха и райское дерево туба. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте на эти простые жизненные вещи будем обращать внимание, ибо жизнь состоит из мелочей. Намаз, дуа, закат, хадж, умра и так далее, оно должно отражаться и в нашей повседневной жизни, даже в то, как мы ходим в туалет. И пусть Аллах Тааля простит нас, наших родителей и всех верующих, когда наступит день расчета. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله.